Сухость, жжение или мушки перед глазами. Именно с такими симптомами обращаются большинство пациентов к Денису Хмельницкому. Предварительные диагнозы, которые им ставит врач, самые разные – катаракта, глаукома и более редкие заболевания. Для каждого случая предусмотрено конкретное лечение и рекомендации. Правильно пользуйтесь очками. Очки для чтения рассчитаны на расстоянии 30-40 сантиметров. Далее на среднее расстояние их смотреть нельзя. Но чем реже вы их усиливаете, тем лучше для вашего глаза. Впервые выявленных заболеваний на счету у врача-офтальмолога пока еще нет. За 3 дня ему предстоит осмотреть сотни пациентов на базе эндокринологического диспансера в Магасе. Среди них наверняка будут и те, кто даже не догадывается о наличии той или иной болезни. Пока они терпеливо ожидают своей очереди, маленьких пациентов принимают детские врачи. Педиатр уже успел проконсультировать несколько малышей. Ряд особенностей, которые связаны с обязательным госпитализацией и диагностикой уже на базе нашей центральной детской клинической больницы. Также, скажем так, было дано достаточное количество рекомендаций по уходу за маленькими детьми, что отрадно прежде всего. И я замечаю, что врачи Ингушской республики хорошо подготовлены, это отмечается сразу. Достаточно хорошо оснащены клинические базы. Это, безусловно, радует, что дети, которые проживают в республике, они достаточно хорошо охвачены педиатрической помощью. Проконсультироваться у квалифицированных врачей из Москвы смогли и жители Сунжинского района. За 3 дня удалось выявить десятки больных, для которых весть о наличии у них недуга стала неожиданной. Кардиологи, к примеру, насчитали около 20 человек, которые практически никогда не приходили профилактические осмотры. Были пациенты с наджелудочковой экстрасистолией. Были пациенты для планового проведения коронарографии, в связи с чем были документы отправлены в наш федеральный центр в город Москва, и пациенты для проведения коронарошунтографии. С 16 по 18 октября на прием к врачам Федерального медико-биологического агентства России успели попасть больше 1000 взрослых и около 200 детей. Пациенты с неврологическими и сердечно-сосудистыми патологиями пройдут лечение на базе местных медицинских учреждений. Еще 5 отправятся в Москву для получения высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, это Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, который находится в Московской области. Это будет пациент с кардиологической патологией, это будет коронарография и решение вопроса потом об операциях аортокоронарного шунтирования на сердце. И, собственно, это неврологические есть заболевания, которые там это в основном остеохондрозы, грыжи межпозвоночных дисков, которые мы, собственно, тоже будем лечить. Желающими пройти профилактический осмотр у московских врачей оказались заполненные коридоры Карабулакской поликлиники. Прием вели 10 специалистов узкого профиля. Эндокринолог Валентина Боева выявила сразу нескольких пациентов с диагнозом сахарный диабет. В нашей эндокринологической ситуации лидируют именно проблемы сахарного диабета и метаболические проблемы. Далее на 2-м месте находится патология щитовидной железы по распространенности. То есть ваш регион, так как эндемичный по ее дефицитным состояниям, естественно, узловой зоб доминирует в структуре тиреоидной патологии, диффузные, узловые зобы и далее с нарушениями функции щитовидной железы. При необходимости врачи сводного отряда ФМБА назначают дополнительные обследования. Для их проведения здесь есть практически все. Передвижная лаборатория, флюоромобиль, маммограф, УЗИ, широкий спектр исследований, клинические и биохимические анализы, которые выполняются в течение часа. К примеру, здесь можно провести клинический анализ крови, результаты которого станут известны всего за 1 минуту. В Барсуке, Плиево и Яндере только за 1 день медиками было осмотрено больше 200 пациентов. Это для нас большое подспорье, потому что в один момент в одном месте мы можем обследовать большое количество населения, получаем большой опыт, так как мы тоже принимаем с этими специалистами своих больных, чему-то у них учимся. Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства прибыл в республику в рамках договоренности, достигнутой между главой Ингушетии и руководителем ФМБА России. Формируем группу, приезжает специалист, отрабатывает, и дальше смотрим, там нужен он остается, не нужен, уезжает. А так сейчас все специальности с учетом весенней диспансеризации, уже с пониманием, кто нужен, сколько специалистов, где нужно дублировать, там 2 человека, а не 1, 3 специалиста, особенно в детстве.
Вот, поэтому все уже отработано. Благодаря содействию ФМБА России в начале этого года удалось выявить различные заболевания у 2563 пациентов. Из них взрослых 1258, детей 1305. На этот раз в рамки соглашения для врачей Федерального медико-биологического агентства не ограничивается диспансеризацией. И оно включает образовательные аспекты, образование наших сотрудников на ведущих базах Федерального медико-биологического агентства. Вести прием пациентов в республике медики будут до 8 ноября. За 3 эти недели пройти полный осмотр смогли и жители Малгобека, Назрани, Галашки и Джайрахского района. Все это результат двухстороннего соглашения руководства республики и ФМБА России. В ближайшем будущем эта договоренность будет еще более плодотворной и для врачей, и для пациентов. Раратат Халухоева, Мадина Пугоева, Рина Цычоева, Дана Плиева. Новости 24.